Лейла, позвольте, я раскрою нашим зрителям секрет, о котором я уже знаю. Совсем скоро, я думаю, в 2018 году в свет выйдет сборник татарских рецептов под редакторством в том числе Лейлы с моим Ринатовны. участием мы готовим, вернее, начали изучать историю татарской кухни и того, какие блюда были основными, каков уклад был татарской кухни. Это очень важная, мне кажется, история, потому что сохранить традиции, передать их тем, кто придет после нас, ну, это большая задача нас всех взрослых. Исянмесус, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит помощник президента Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Встречаем! Исянмесус, Лейла, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Какой у вас наряд? Национальный, татарский? Традиционный, я бы даже сказала. Так как в гости положено ходить с подарками или иметь при себе кучу танач, я тоже с ним, с чаем. Вкусный ароматный чай. Я думаю, мы с вами вместе что-нибудь приготовим. Лейла Фазлеева, помощник президента Республики Татарстан. Родилась в поселке Кант, Кантского района Республики Кыргызстан. Окончила Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы. В преподавательской деятельности прошла все ступени, от учителя русского языка до директора школы. В 2007 году назначена на должность заместителя главы администрации Советского района города Казани. С 2011 по 2014 годы занимала должность заместителя руководителя исполнительного комитета города Казани по социальным вопросам. А с октября 2014 года является помощником президента Республики Татарстан. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить к чаю? Ну, я думаю, что мы сегодня приготовим традиционные пирожки для татар, которые пекутся в духовке или в печи, если таковая есть, которые будут иметь разные начинки. Ну, своего рода ватрушка. Я надеюсь, что все получится. Для начала я займусь тестом, а вы займетесь начинкой. Есть вариант, что они будут у нас с картошкой, есть вариант, что они будут с творогом, Повидло. и есть вариант, что они будут с повидлом. Я тогда приступлю к начинке. Сначала в творог мы добавим немножко сахара, яйцо и изюм. Это будет начинка номер один. Начинка номер один. Лейла, ну уже чувствуется, да, вот вы как на кухне пришли, все уже знаете, с тестом сразу на «ты», знаете про татарские блюда. Откуда такая любовь к татарской кухне? Любовь к татарской кухне, наверное, воспитывалась еще в моей семье. Она у меня, правда, многонациональная, и я горжусь корнями своей семьи. Моя бабушка традиционно всегда хорошо готовила. Всегда хорошо готовила, но мне не разрешала. Не доверяла? Нет, она не доверяла. Она с житейской мудростью говорила: наготовишься еще. И отправляла Какой меня прекрасный в был кухню. человек. Да, я считаю, что именно она воспитывала во мне вкус к татарской кухне. И не только к татарской, а еще и к кухне народов мира, прямо так скажем. Потому что бабушка была очень разноплановая, очень яркая. И всегда считала, что я ее любимая внучка, так как я была единственная. Поэтому меня очень берегли, лелеяли, готовить Баловали. не давали. Да, готовить не давали, но при этом, когда сейчас я готовлю дома, то я у вас вообще на это время? абсолютно точно напоминаю все блюда, вкус блюда моей бабушки. Хорошо, какие вот блюда у вас остались в памяти? У меня осталось в памяти блюдо, которое напоминает кыстыбый, но бабуля никогда не использовала, вернее, в этом случае использовала не картофель, а перемешивала изюм с сахаром и пекла такой же кыстыбый, как кыстыбый с картошкой. Иногда в нашей семье был вариант кыстыбый с картошкой, а иногда с изюмом и с сахаром. То есть более сладкий такой вариант. Более сладкий, но он был действительно вот очень-очень вкусным, и вот его вкус запомнился. Я бы сказала, что кухня была очень обычной вообще у нас дома. Суп, второе. Всегда обязательно, я тут вот экспериментирую. Так, секундочку, вот я прерву вас, да? Я Просто отрабатываю. этот момент надо обязательно донести до зрителей. Чудо крышечки. Техники, Да, да. чудо техники, когда при помощи крышечки
Вот, получается у нас, Ну, такой маленький кружочек. да, что-то напоминает, раньше так делали пельмени. Так, Пельмени так делали, да, да. чуть-чуть меньше, правда, диаметр. Пельмени делали рюмочкой. Это, наверное, тоже в детстве было, Так, когда вы собирались всей обязательно, семьей обязательно. и лепили пельмешки. Это было тоже характерно для семьи, в которой я росла. Пельмени делали мама, бабуля и я. Гости приходили всегда. Гостей в моей семье любят всегда и любили, и я люблю тоже гостей очень, принимать у себя дома. Я люблю, на самом деле, готовить. Вы попытались задать вопрос, но я вам не дала его задать о том, что хватает ли времени при сегодняшней загрузке. Ну, не только меня, а вообще современной женщины. Я думаю, что хватает. И если есть желание, время всегда можно найти на то, чтобы приготовить. В конце концов, есть суббота, воскресенье. Вот сейчас Хотя ваши бы фирменные блюда вечером. какие? Я люблю готовить манты. Для меня это блюдо, которое собирает вокруг самых любимых людей. И мои друзья всегда мне говорят: пригласи нас на манты. Это значит, что точно мы твои любимые друзья. Вообще татары готовят, в том числе готовили традиционно и много, поскольку жили на Волге и живут на Волге, готовили рыбу. И мое любимое блюдо из рыбы – это карп в соли и в фольге. Традиционно для татар всегда было мясо, готовить мясо. Поэтому я, наверное, очень люблю готовить шашлыки. Несмотря на то, что Такое вроде ощущение, как это извините, не что девчачья не представитель власти в гостях у нас, а профессиональный повар. Это не девчачья история. Это не девчачья история, конечно, делать шашлыки, но на самом деле я их очень люблю готовить. Хорошо, у вас самый любимый фирменный маринад тогда? Минеральная вода. Просто минеральная вода, в которой есть побольше соли, и перец, и морская соль. Если говорить о пристрастиях к европейской кухне, то мое любимое блюдо, они у меня такие разнообразные, потому что вы мне обещали и творог, и... Кстати, в повидло я добавил немного манной крупы. Ну, вы практически мастер-кулинар. Для того, чтобы повидло у нас не растекалось на Да, пирожках. да. В общем, две начинки сладкие готовы. Сейчас у нас уже будет готов картофель. Я сделаю пюре. Так, И по начинкам, в принципе, все. и мы готовы. А я вот тут вот делаю весьма разного размера кружочки. Потому что здесь мы сделаем вариант перемячка, который я тоже очень люблю и который моя бабуля Картошечкой. тоже готовила. Но только он будет с картошечкой. А вот сюда вот мы сделаем еще одним очень интересным инструментом углубление. Вот так Ага, вот, вот вот так так, вот так, да. И положим туда ту Начиночку. начинку, которую вы приготовили. Лейла, позвольте, я раскрою нашим зрителям секрет, о котором я уже знаю. Совсем скоро, я Все думаю, в 2018 году Да. в свет выйдет сборник татарских рецептов под А, редакторством. В том числе Лейлы с моим Ринатовны? участием и с моим, да, в какой-то степени большим участием, совместно с коллегами Институт экономики и управления права, инновационный институт, так называемый сейчас, мы готовим, вернее, начали изучать историю татарской кухни и того, какие блюда были основными, каков уклад был татарской кухни. Это очень важная, мне кажется, история, потому что сохранить традиции, передать их тем, кто придет после нас, ну, это большая задача нас всех взрослых. Потому что я по образованию педагог, очень всегда люблю истории, связанные с детьми. И мне кажется, что дети очень бережно относятся к тому, что даем мы взрослые, если мы это даем. И вот традиции, история и кухня, они позволяют в ребенке формировать, сейчас высокопарное и красивое слово скажу, национальную идентичность. Они позволяют эти истории родной земли преломлять в том, что для человека всегда важно, в еде, в кухне. Поскольку человек все-таки в своей жизни всегда удовлетворяет свои потребности, в том числе в питании, так вот, удовлетворяя в данном случае свои потребности в питании, мы учим своих детей тому, каким образом питались наши предки, почему именно выбирали эти продукты, почему точно знали, что, допустим, женщине, которая ждет ребенка, нужно есть определенные продукты для ее здоровья и для здоровья будущего малыша.
Почему в меню и рацион людей старшего возраста входили продукты, которые тоже имели очень большое влияние на здоровье. Вообще есть одно из исследований, которое делали, опять-таки, в Институте экономики, управления и права, инновационном университете, связанное с творчеством Каюма Насыри. И вы, я думаю, тоже об этом знаете, что он также очень внимательно изучал кухню татар и собирал рецепты и рассказывал о том, что в татарской национальной кухне очень много весьма и весьма продуманных идей, которые способствовали тому, чтобы организм человека развивался так, как нужно, получал необходимые микроэлементы, в котором были сбалансированы белки, жиры и углеводы, то есть вся та химическая формула, которая необходима для организма. А есть ли рецепты, которые течением времени усовершенствованы? То есть ведь книга, например, Юнуса Ахмедянова, да, она ведь кстати, его рецепты, самые-самые известные уже рецепты, а может какое-то современное татарское блюдо, которое вы уже в свою книгу соберете? Нет. Мы вот как раз сейчас находимся в поиске именно рецептов, которые возвращают нас к традиционной татарской кухне, без осовременивания, так называемого. И именно в этом и ставится задача, чтобы все-таки найти те рецепты, которые дадут возможность вернуться к истокам. В общем, ждем выхода новой кулинарной книги. Давайте уже картоху. Лейла, картошечка у нас готова. Да, Сейчас я сделаю да. волшебное пюре. Она, между прочим, очень красивая, желтенькая, молочко. симпатичная. Для татар, Добавим. кстати, очень характерно использование картофеля в кухне. И И? в первых блюдах, и во вторых блюдах. Самое главное, для татар характерно использование Масло, обильного количества Да, масла, май. что мы тоже и делаем. Ну, а сейчас хотелось бы поговорить про работу. Куда же без нее? Ну, конечно. У вас такая ответственная, серьезная должность. Пеки, очень пирожки. много направлений. Какой из них вам вот более близко, что ли? Что вам больше всего нравится? Наверное, в силу своего образования мне нравится все, что связано с образованием. Это потому, что я учитель русского языка и литературы и мечтала стать учителем с 6 лет. И ни одного дня о том, что я выбрала путь учительства, я об этом не жалею. До сегодняшнего дня преподаю. Кстати, вот как изучу татарскую кухню, начну преподавать ее. Как человека, который, кроме того, очень внимательно относится к психологии человеческой. И все, что касается коммуникации, общения с людьми, мне кажется, любая отрасль. На сегодня в мою задачу входит и здравоохранение, и социальная защита, и вопросы пенсионного фонда, и вопросы, связанные с фондом социального страхования. В общем, всего очень много, но мне в любом случае доставляет удовольствие работать в команде президента республики. Я говорю это абсолютно искренне, потому что именно в этой команде я очень многому научилась за тот небольшой период, который работаю. Лейла, а мне нравится сегодня работать Картошка, в вашей команде. да. Картошечка готова. И после небольшой паузы мы приступим к самому красивому моменту приготовления наших пирожков. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня мы раскрываем секрет приготовления татарских пирожков в компании помощника президента Республики Татарстан, очаровательной Лейлы Фазлеевой. Лейла, спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам за то, что позвали. В первой части мы очень интересно поговорили про татарскую кухню, узнали, что совсем скоро в свет выйдет новая книга про татарскую кулинарию. И объявили о том, что сейчас самый красивый процесс будет приготовления пирожков. Есть у нас основа. Да, есть у нас начинка основа. с повидлом, с творогом и с картошечкой. Собственно говоря, количество кружков разного размера говорят о том, что мы сделаем 3 с творогом, 2 с повидлом и 6 с картошкой. Все четко, как у вас и на работе положено. А я сейчас возьму противень, вот такой будет, я думаю, нам самый то. Если что, 2 раза будет. Да. Растительное масло чуть-чуть. Вот. Лейла, есть у меня очередной вопрос для вас. Давайте. Сейчас очень популярно развитие некоммерческих организаций. Да. Даже недавно наш президент Владимир Владимирович Путин собирал Обратите. лидеров этих организаций. Очередные секреты. Вот, вручал награды. Инструментарий. В своей работе вы сталкиваетесь с ними?
однозначно сталкиваюсь, поскольку общественные организации как раз являются на сегодняшний день теми, кто очень ярко и всегда заявляет о необходимости быть услышанными, о необходимости реализовать те или иные инициативы. И много времени назад команда президента Республики Татарстан как раз взяла на себя миссию работы вместе с некоммерческими организациями, которые работают в Республике Татарстан. Предлагаю экспериментировать. Замечательно. Достаточно. Да, я считаю, да. Вот. И таких организаций с каждым годом становится все больше. Радует их активность. Радует она еще и потому, что в этих организациях очень часто сегодня много молодых людей. И сегодняшнее интернет-пространство, тот же самый Инстаграм, еще и еще раз позволяет, во-первых, привлечь внимание молодых людей, или, допустим, ВКонтакте, или в Твиттере, позволяет привлечь большее количество молодых людей к тому, чтобы они сами были инициаторами тех или иных начинаний, носящих благотворительный характер. Мы некоторое время назад объявляли о форуме и о проекте «Добрый Татарстан». И я хочу сказать, что в рамках осенних и весенних недель добрых дел, которые традиционно проходят в республике, люди реагировали очень много, хорошо, и все практически инициативы, которые были заявлены с мест в муниципальных районах республики, нашли поддержку среди всех жителей республики. Когда рассказывают о том, что есть особые сложившиеся традиции в истории европейского волонтерства или европейской культуры добровольчества, то я думаю, что мы сегодня можем похвалиться больше, нежели другие. Как мы можем похвалиться и нашими Да, красивыми пирожками, да, которые да, получились. Так, сначала мы сейчас переместим аккуратненько. Мы, да, переместим, и соблюдая количественные характеристики наших пирожков. Ну и сейчас у нас остаются финальные пирожочки с картошечкой. Вы открыли секретик. Маленький. Мы его просто можем как-то Да, вышить. это колобок. Так, покажите, пожалуйста, как мы формируем все-таки вот перемещ. Но мы договорились, что мы делаем традиционный татарский перемяч, достаточно? который, ну, я думаю, что можно побольше, Чуть-чуть, да? потому что есть такая пословица, что большому куску рот радуется. Поэтому я предлагаю традиционной формы перемячик, который мы с вами смажем. Есть, конечно, разные мнения по тому, сколько раз и нужно смазывать, там, допустим, яйцом или смазываем мы маслом сливочным. Я считаю, что можно и яйцом, и маслом. И не испортишь кашу маслом. Кстати, ну вот видите, опять-таки, возвращаясь к татарской кухне, у нас везде масло, вся она к татарской кухне в основном калорийная. Как вы к этому относитесь? Знаете, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Каждый выбирает для себя. И мы с вами, зная, что татарская кухня, допустим, имеет сочетание теста, мяса и картофеля. Очень разнообразные продукты. Но я думаю, просто не нужно перебарщивать. Хотя татары славились умением пить чай по 5-6 раз, когда приходили в гости. Тот же самый Карл Фукс говорил, что если ты приходишь в гости к татарину, будь то городской или деревенский, то если ты не отведал 5-6 чашек чаю вместе с разными переменами блюд, то ты можешь обидеть хозяина. Я когда-то в Старо-Татарской Слободе встретилась с одной из долгожительниц, и она сказала мне, что в тот самый татарский пирог губадия нужно положить 27 ложек масла 27. сливочного, для того, чтобы она получилась такой, какая она должна быть на самом деле. Мне кажется, это секрет ее кухни, и добрые эмоции, хорошее настроение, в котором отведываются эти блюда, кухня, они никогда не принесут вреда. Но я на своем примере могу сказать и телезрителям, да, и вам расскажу, что вот моя бабушка делала такие перемечи. У нас в Нурлатском районе назывались перепящ. Перепящ. Она доставала их готовыми из печки. Из печки. Отдельно растапливала сливочное масло и говорила: макайте в масло и кушайте. И кушайте. Ну и вот, 35 лет, жив-здоров. Так что Ну татарская да. кухня полезна, вкусная. Вкусная, полезная, вкусная. А самое главное, что пища должна приносить человеку удовольствие. И
Татарская кухня как раз и является той кухней, которая, на мой взгляд, все рецепторы наши с вами услаждает. Все рецепторы услаждает, потому что здесь, как правило, сбалансированы все вкусовые ощущения. И перченость, и соленость, и сладость, и некоторая, такая изюминка и пикантность татарской кухни присутствует всегда. Я думаю, что татарская кухня, так же, как и любая кухня любого народа, испытывает на себе разнообразное влияние других кухонь, других народов. И это очень важно, что кухня развивается не одна, не сама по себе. Заключительный пирожок, наш перемячек. И надо найти обязательно место для колобка. То есть все-таки мы используем остаток теста? Колобок мы обязательно используем. Это перспектива приготовления следующего блюда и нашей встречи в следующий раз. Это наш шанс приготовить еще что-то. То есть если остался кусочек теста, значит мы встретимся еще раз. Так, все готово? Все готово. Для отправки в духовку. Сколько минут примерно готовятся наши пирожки? Я думаю, что минут 20. При температуре 180 градусов, 20 минут отправляем. 20 минут отправляем аккуратно. И они ушли. Все. А для вас, дорогие телезрители, 20 минут пролетят буквально за секунду. Мы накрываем стол и будем пробовать. Ватрушки. Мы готовили ватрушки из 3 начинок. Для первой творог перемешали с сахарным песком, добавили 1 яйцо и немного изюма. Для второй начинки отварили картофель и сделали из него пюре. Третья начинка – повидло. Для того, чтобы повидло не растекалось, мы в него добавили 1 чайную ложку манной крупы. Для ватрушек с творогом и повидлом тесто разделили на небольшие шарики и чуть примяли. Донышком стакана в тесте сделали углубление, в которое положили подготовленную начинку из творога и повидла. Для ватрушек с картофельным пюре тесто раскатали на небольшие лепешки. В середину каждой лепешки положили картофельную начинку, края приподняли и защипали. Подготовленные ватрушки выложили на противень, смазали яичным желтком и отправили в духовку на 15-20 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт наших традиционных татарских ватрушек, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Все готово? Попробуем. Лейла, давайте попробуем наконец-то уже нашу чудесную... Но отметьте, как же это все красиво получилось. Однозначно, очень красиво. Как будто готовили настоящие профессионалы. Настоящие и готовили. По бабушкиному рецепту. Однозначно. Я попробую с картошечкой. А я с творогом диетический. Все, бисмиллахир-рахман. Тесто удалось. Браво. Начинка тоже. Вы знаете, остается только добавить растопленное сливочное масло, макнуть И туда пирожок. макнуть, да. По-нурлатски. 100% По-нурлатски, да. Очень вкусно. Бигзур Ахмед. Лейла, еще раз хотелось бы отметить ваши кулинарные способности. Спасибо. Все получилось очень красиво. И мы показали зрителям, что буквально за короткое мгновение можно приготовить настоящие вкусные татарские пирожки. Попробуйте сами, друзья, не пожалеете. Лейла, на этом наше кулинарное заседание сегодня подошло к концу. Еще раз благодарю вас за то, что нашли время в своем очень плотном графике. Все получилось вкусно и красиво. Желаю вам удачи в ваших кулинарных и государственных делах. Спасибо большое. Я надеюсь, что с такими друзьями, как вы и ваша передача, мы точно навсегда сохраним татарскую кухню. Браво! Ну и, конечно, мы не забываем, что татар салаватлары бик тәмле һәм файдалы. Увидимся на канале ТНВ, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Faydalı